Единственный представитель тайской породы в нашей восточной группе. Вот то, что я говорила, что по типу совершенно не имеет никакого отношения к восточной группе. Ничего такого тонкого, длинного, звонкого быть не должно. Все средних размеров. Средний формат, средние конечности, изящное тело. Когда кошка идет, нельзя сказать, что она перегружена, что это британ. Но это изящество среднего. Все, что мы относим. Шерсть практически без подшерстка. То есть подшерсток минимальный, но он допускается. В основном кость. Отличный контраст поинтов. Средней длины хвост. Голова в виде клина, не длинная, не очень широкая, округлая. Она именно такой вот средней длины клин, с хорошо выраженными скулами, плавным переходом. Овальные глаза, большие, всегда очень выразительные. Сейчас заводчики тайцев уже достигли, что они не блекло-голубые, а настоящие, такие яркие, иногда даже синие глаза. Вообще хочу сказать о заводчиках тайцев такое доброе слово. Если мы сиам ориентал разводим более 100 лет, то этой породы примерно 25 лет. Благодаря, собственно, русским заводчикам, российским, советским заводчикам, которые занялись, был разработан стандарт, и утверждение этой породы ВЦФ было именно инициировано советскими тогда еще заводчиками. То есть можно сказать, что это порода, сделанная нашими руками. Всего 25 лет, но мы заметили такую тенденцию, что там, где много выставляется тайцев сейчас, заводчики сиам-ориенталов пытаются уйти в другую систему выставляться. Потому что тайцы очень часто стали брать ВСТ не только на наших российских выставках. Заводчики активно выезжают за рубеж. В Европе очень распространена порода. И в Европе побеждают наши тайцы, и на ВСТ занимают места. Поэтому немножко притеснили мы сиам-ориентальной группе. И заводчики восточки говорят, что вот зачем их приняли в сиам-ориентальную, оставались бы в короткошерстной группе, соревновались бы там. Тогда бы у нас была возможность вот блистать на ВСТ. Так что, молодцы заводчики, можно всего за 20 лет добиться огромных совершенно результатов. Надо только очень стараться.